Информационная программа «Вести Кудымкар» Велиштиянкат, студия Ирина Батуева, Бур Рыд, Джен Таталония тема Азилыш. Кудымкар Нематын районы зачулалась операция «Алкоголь», полициян аджимыш закон джугаммез. Кудымкар начулалась семья из лакожналом форум. Полиция и сотрудники чулатиса алкогольным оперативно-профилактическое мероприятие закон джугаммез аджисакарын и районын. В защитном объекте проверится Кудымкар, Кудымкарская, Юсинская районный закон джугищез аджишиса быдлан. Оперативно-профилактическое мероприятие Коста Валикажалом мы алкогольная продукция вузал на несовершеннолетние зла сиджи лицензиатаг. По итогам проверочных мероприятий выявлено 44 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято 172 литра алкогольной и порядка 14 литров спиртосодержащей продукции. В 2 торговых объектах города Кудымкара осуществлялась реализация алкогольной продукции без лицензии. При осмотре места происшествия изъято 270 бутылок алкогольной продукции различного наименования. Нарушители понесут наказание в соответствии с частью 3 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Быдас закон джугамме шарти алкогольная и спиртосодержащая продукция. Мунас утилизация была магазинная зич мырдемыс куйлатория местан, хранение понда камеран. Проверка коста полицейская искажалиса и подросток из винаюом. Быдас дас факт. Этик мортвела оштиса уголовное дело. Продавец из каткадналышта на вузал несовершеннолетняя запретная продукция, а не сиджи барища полиция. В рамках мероприятия выявлено 28 фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции из домовладений граждан, в том числе 5 на территории Юсинского района. В отношении нарушителей возбуждено административное дело производства по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Изъятая спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Административные материалы по всем фактам нарушений после проведения проверки будут направлены в суд для принятия решения. Выявлен факт розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции в одном из магазинов города Кудымкара. В отношении продавца составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Протокол направлен в суд для принятия решения по существу. Матен велигоча вежалуннез и в защище заскорно нечекотный локтан праздник, лон законопослушнезен. Это отцалас ордена уджит штрафез. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Инициативное бюджетирование датосы шорты петкати савермищезас. Быд морташ из горца быднёш буршета лощета шотчищан местес, челя дёрсам понда до спортивной площадки из. Это дайша унамадик уджес пожезоротны тоссез до инициативное бюджетирование проекта спырьет. Сит чулалыс на проекте злан виль вокежа вермашем, быдассавалы 0 дасквать 446 проект. Николасыч петиса вермищезан и округищ уджез. В Пермском крае подведены итоги конкурсного отбора проектов по ТОСам и инициативному бюджетированию. В общей сложности определено 52 победителя по ТОСам и 107 по инициативному бюджетированию. В этот раз с территории Компримятского округа было подано 7 заявок по ТОСам и 25 по второму направлению. И итоги для нас более весомые, чем в прошлом году. Среди победителей по ТОСам 3 победителя от округа, среди победителей по второму направлению 15 победителей. Проекты скадналоиса вермищезан пондаса реализуючены вильвоун. Кычуо округлан юралыш это уджус буршета олан. Эдлащетам проекты звалися бучшама думайтамаш инициативной группезан. Кадналыддиса бурмоган керны лащетам удж. В общей сложности на реализацию проектов по инициативному бюджетированию по ТОСам, а также по самообложению граждан, округ получит в будущем году почти 20 миллионов рублей дополнительных средств. Эти средства будут направлены на строительство детских площадок, спортивных площадок, ремонт объектов культуры, водонапорной башни, ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны и Гражданской войны. Конечно же, все это достигнуто за счет инициативы граждан. И я хочу поблагодарить всех тех, кто проявил инициативу, создал проект и смог дойти до победы.
Сыджвермище сколасын Лоис 12 номера школа Садлан проект. Инициативная группа Аркматис уже виль стадион лошатам шорти. Кышторьечес юралыш велочан заведениялон это могыс аркмис важенни. Челять понда абу лошатам место, кытан бы позже скотрашны, орсны, чулатны вермашем мез. Это понда аймам мез ашныс челять да гагариш отир гижиса проект, когда кычамка кадбарти лоас быльнаен. Стадион, в каком он виде был, мы его используем, мы его огородили, обкашиваем, там имеются строительные малые формы и беговая дорожка. Но этого недостаточно. Мы же знаем, что все дети и взрослые любят спорт, мы стараемся привить им здоровый образ жизни. И одна из главных задач нашего образовательного учреждения – это формирование основ здорового образа жизни. Рады за детей, рады за свою школу, рады за всех жителей города, что у города появится еще одна спортивная площадка. На это выделяется около 2 600 000, но это только начало. Нелькиан стадион вылыч позже кажавны отирас, кадна лептены ашины здоровье. Осповжат инке за снельки кочет тав далым. Необыд лун ветлатаны скандинавской ходьбан, чожа суфтаса лыжа извыла. Гагариш отир лыддяны мой проект ланвермам, бычама отсала стадион лошатамын. Эша унашик отир пыртаса асланыс олана спорт. Стадион-то, конечно, нужен. Дети летом бегают, прыгают. Вот тут посмотришь, идешь с огорода, они все тут скачут 11 часов, гоняют мяч. Дети целое лето теперь не были, тут играли. Но эти потягиваются, бегают. Нормально. Надо детям что-то еще, кроме... Да я и сама потягиваюсь. Когда все равно не получается. Вы каждый день тут ходите? Каждый день. По 10 кругов делаем. Мадик вермище сиджа понда созаратны ашины с проектез буршатны Гагариш олан. Инициативное бюджетирование да то сезлан рамки из пучкан инициативной отир пыртану олана быткодь могез асланы с посаддезен да карын. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Карын чулали семейный форум, татын лептиса колана аймам мез понда юашем мез. Семья лыдища меддона на мед колана анбыд мортпонда. Аймам асланыс челядин зоротаны колана качество изда кужем мескадна оджланша оланын отсала сакагалы. Челядь воспитанион аркманы юашем мескадна выла не пыр кокнит аджина ответ. Сиен аймам меспонда ыджет отсет вайса кариш библиотекалан уджалыщез, кадна аркматиса семейный форум. Проводится городской семейный форум. Он проводится впервые. Это итоговое мероприятие в рамках реализации социального проекта «Сохраним семью, сбережем Россию». Наша Компермятская детская библиотека в Кудымкаре тоже стала информационно-методическим центром. По итогам работы в проекте город Кудымкар вошел в десятку лучших территорий Пермского края. Акшемлан медшар моган лоис челядь воспитание он щекот юашем мез елыш байтам. Татчалок тиса кариш аймам мез данылан челядь. Форум вылын вылыса аркматамаш площадкез, кытан аймам мез кат чернитиса специалистез, кадна уджаланы челядь кат. Маме считалася юашем мез, кадна итамаш кага быттым кат. Я сталкиваюсь, допустим, с проблемой тех же компьютеров, прогулок. Хочется, чтобы мой сын не сталкивался с плохой компанией. Вот как мне поступить, если какой-то специалист у нас в городе, которому я могла, не по одному вопросу, допустим, собрать несколько вопросов и подойти и вот как-то решить с ним. Этшем акшем мезлоны коланезен. Тата не только позже скывзана специалисты, но и торьетчины мадик семья искат опытан. Учётжик челядь вермашиса бытко дёрсаннезен, рисуйтиса да кожналыса шонат кывез асланыс маммезла. Нылочки ез да зоночки ез ешта гаштамчины форум коста. Эт быдысны коласыш ыджет интересен кывзиса заданию ез. Горан баитиса да отсалыса тамадла, виджетиса суфтатан номер рез. Мадик площадка вылын позже скерны бычам открыткез. Челядь асланы скиезан вундалыса джориджез да листез, аркматиса букеттез. Открыткезен быт кага вермизгижны шылым шанькывез асланыс аймамлы. Быдлоктыш не бисвильта дыммез, оштис аспонда это вот очтыттым воспитанию приеммез да методдез. Нам в садике сказали, что это мероприятие будет. Нас выбрали сюда. Мы любим книжки читать. Поэтому мы согласились, что родители задумаются
чтобы в интернете меньше сидели дети, чтобы чаще в библиотеку ходили. Сиджа площадки из вылан чулачи с психологической орсан, позже смуну семейные отношения из диагностика пырьят, да боит началять кат лыдетам книги из елищ. Семейный форум шог мизгажа да шелема, семья искат учпан да чулачины и оджлань. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кудымкарын чулалыс пермистика нима научный симпозиум с вылым виджетиса пермской кывескат йитам юашеммез. Более четверти века ансамбль Шандыбан дает выступления на национальном языке, прославляя свой родной округ как в России, так и за рубежом. В коми-пермецком языке ученые выделяют два наречия – северный и южный. Именно о пермских языках и их диалектах речь шла на симпозиуме «Пермистика», который прошел в Кудымкаре. Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить очень непростые вопросы и изучение языков, и сохранение языков. Чаще всего в нашем российском дискурсе мы пользуемся терминами «родные языки». Да? В то же время даже само определение языков, оно, конечно, до настоящего времени представляется очень сложным, потому что в Европе чаще всего в документах мы услышим региональные языки. Симпозиум проходит раз в 2 года, начиная с 1986 года. На нем собираются ученые, профессора, преподаватели и студенты университетов Республики Коми, Удмуртской республики и Пермского края. Удмуртский, коми-пермяцкий и коми языки входят в пермскую языковую группу. Этот симпозиум, он дал шанс именно ученым, которые изучают пермские языки, встречаться, обсуждать те проблемы, те актуальные направления в разных сферах языкознания. Это и лексикология, ономастика, грамматика, фонетика и так далее. То, что ими найдено новое, то, что предстоит изучить, посмотреть, в каком направлении изучаются те или иные вопросы именно языкам. Нынче встреча посвящена Георгию Нечаеву, ученому-языковеду, посвятившему жизнь исследованию коми-пермяцкого языка. Один из тех, кто стоял у истоков создания коми-пермяцкой литературной нормы, и он посвятил свои труды и проблемам зюздинских коми-пермяков, и под его он написал грамматику коми-пермяцкого языка. И сегодня это как бы такое вот возвращенное имя. То есть понятно, что это история коми-пермяцкого языка, и мы должны знать, как проходили эти процессы, для того, чтобы видеть, как язык развивается дальше. Анализы текстов разных жанров, историю пермских языков, проблемы контактирования обсудили участники семинара на закрытых площадках. Исследования ученые проводили каждый в своем регионе. Сегодня была возможность обсудить доклады и понять, в каком направлении дальше проводить изучение языков. Важно, чтобы развивались языки коми-пермяцкий, чтобы развивалась коми-литература. А для этого очень важно, чтобы коми-пермяцкий, как и коми-язык, широко внедрялся. Вот как в 20-е годы внедряли новую культуру, и также стремились вводить коми-язык. Молодые исследователи подготовили доклады об обучении родным языкам в школах, о приемах развития устной речи, а также обсудили возможности возрождения национальных праздников. К примеру, в Удмуртии после Пасхи проводили обряд «Ушарок», продуцирующих сил природы. Здесь можно сказать, что все-таки обряды уходят. То есть даже если остаются обряды, то именно есть такие элементы, которые уже утрачивают свою сущность, то есть угасают постепенно. То есть какие-то элементы уже забываются, и это, да, действительно печально. И хотелось бы вот это вот все изучать, чтобы они сохранялись в каких-то письменных информации, чтобы нам, читателям, знать и, возможно, даже снова воплотить в реальность. Неизменно на протяжении более 20 лет основная задача пермистики – обсуждение путей развития языков, выяснение неизвестных областей пермского языкознания. Все труды публикуются в сборнике статей. По итогам каждого симпозиума издавался сборник. На данный момент всего их насчитывается 16. Когда симпозиум проходил в Перми, на сборнике был изображен знак медведя пермского звериного стиля. Проходил он в 2006 году и был посвящен
посвящен диалектам и истории пермских языков во взаимодействии с другими языками. Кстати, на каждом сборнике изображается знак той территории, где он проходил. На 17-м сборнике будет изображено вот такое вот трехголовое женское божество, стоящее на бобре, датированное 18-19 веком. Оно будет посвящено тому, что симпозиум состоялся в Кудымкаре. Кстати говоря, идею симпозиума подхватили и в других территориях. Главная идея – это живое общение, когда студенты и ученые обмениваются своими исследованиями и вместе ищут пути решения проблем родных языков. Даже те студенты, которые в начале первые годы участвовали в этой конференции, уже маститые ученые. Вот это самые большие достижения. Не то, что какой-то предмет машины. Они появляются, исчезают, снова появляются. Подготовили людей. Не просто людей, а ученых. Людей. Через это симпозиум. Участие коми-пермяцких исследователей началось с 3-го симпозиума, который прошел в Сыктывкаре, а постоянное участие лингвистов началось лишь с 5-го форума. В настоящее время Пермский край является полноправным научным центром пермского языкознания. Значение конференции для нас, конечно, будет прежде всего заключаться в том, что будут обобщены все исследования в области коми-пермяцкого языка за последние 2 года. Мы более углубимся в исследования наследия Григория Андреевича Нечаева. Надеюсь, что встреча также будет способствовать установлению международных, межрегиональных контактов среди ученых-лингвистов. Кандидатские диссертации на материале коми-пермяцкого языка защитили 8 человек. Симпозиум «Пермистика» проходит при поддержке администрации губернатора Пермского края. Доклады и исследования, которые становятся достоянием общественности, которая присутствовала здесь и которая интересуется темой. Соответственно, эти исследования получают широкую огласку и становятся востребованными вот именно специалистами на местах. И в этом вот это тот толчок, который ведет к обсуждению, развитию и фиксации. В завершении определили место следующего симпозиума. В 2020 году ученые снова соберутся в Удмуртской республике, а до этого времени в течение 2 лет будут готовить новые научные работы. Кудымкар лишеча вельготкежа локтан неделя площадь выланчувала смедоджа вельготча представление. Карлом площадь вылансувтатиса не вельготча кыз лишетиса виль сцена и пондочена уджис оформление черты. Кудымкар лишеча годлан главный праздник кежа. В этом году «Зеленая красавица» наша приехала с Верхъюсвинского района. Ей 130 лет, высотой она 18 метров. 5 декабря у нас планируется новогоднее представление с включением елки, с зажиганием новогодних фонарей с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кыз вылашатиса бытко дерема гирляндез, пуи вылн ыстаса звезда, вельготкежа мастерез вилишки раса юиш далымиш скульптурез. Кыз едалышет нукуим поршок черти сказка. Мастерита сочерять понда городок. Декабрь витат луна стартует конкурс «Лымбаба» «Снеговик 2019». Вермашем чулаласкуим номинация «Черты». Индивидуальная жилая дауна квартира «Киркуез». Образовательное учреждение, организация, предприятие и вузащан объектез. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 5 декабря по 24 декабря подать заявку либо на сайт администрации города Кудымкара, либо занести в здание администрации города Кудымкара в кабинет 206. Лучшие работы у нас будут представлены в центральном месте города Кудымкара на аллее Кудымош. Участвуйте в конкурсе, пусть ваш снеговик будет снеговиком 2019. Годлан главный праздник кежелышечей Компермяцкий драматический театр. Декабрь, когда светит луна, театр мчалась вельготчая премьера. Сказка «Старый башмак». Сказка із чочком клоун пондоча гажетны быденнеса Орсанны Саймона и Ложина труппа иш быда актерлан эстен асла сыджит роль. Развлекаться нам пора! Кто тут спит? Эй, просыпайся! История матен быт кагала. Радитана игрушка спыртымыш спектакля ния олана асланыс оланын и мычаланы мортезла, кычом йона колана аше быдесын, кужаннове жертвно чувствует на и велетны. Честный шонет, добрая сказка, вельготки же суфтета Москва еще режиссер.
Лежала у меня на полочке такая сказка, которая называется «Старый башмак». Написала ее драматург Света Дорожко по мотивам рассказа Алексея Толстого «Прожорливый башмак». Маленькая сказочка, и она сделала из нее сказочку побольше, а мы сделали ее еще побольше. Поэт, с которым я давно уже дружу, и мы вместе работаем, написал нам прекрасные стихи, и композитор пишет музыку. Так что такая абсолютно авторская история. Ни у кого такого не будет. Барьем труппа Юлия Шво-Хулиганская. Актер резен им задоринка, эмоция и сказкан орсымбуна уна колана качествуез. Ния ытлан оштаса вджетишез оджинсия, мы важинни уна извитчишиса. Я хочу быть немножко каким-то вдумчивым, лиричным, может быть. Вот. Чтобы драматизм какой-то тоже присутствовал в этой роли. Ожидаю хорошие, добрые истории, которая будет радовать детей, чтобы они для себя что-то оставили в конце, чему-то, может быть, научились. Этот клоун, он добрый и веселый, его не надо бояться. Спектакль «Лоас» уна живая музыка, актеры с Ашнес понасошивны и орсны. На нашей кукольной игровой полке все куклы звучат, шумят, гремят, стучат, дудят. И, мне кажется, это прям всех артистов тоже радует, потому что они очень у вас музыкальные. Художник и театрон цехизм уджалиш команда оцеласа пыртна мечта олана. Удж ани пижа репетиция с коста цехизм чужина чанниз. Пондачина уджална гигантской часиз. Ветлатана винтажная машина и орса на аканниз. Сказка пырта челядис увлекательная мира. Кытан быдас мы елишнее мечтайтиса. Лоас быльной. Спектакль «Старый башмак» петас бурвель гоча кожинен. Лашетный театр давща праздники жшонт атмосфера корона отсавна олишизас. Коловайна выставка понда винтажный орсаннез. Вильготча спектаклем премьера Лоас декабрь месяца. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Это был мен быдас велиш панташа машин рытнас. Аддишлтадж.